Стрельба из лука, салбурун, борьба на лошадях. Все это увидели зрители, пришедшие в красочное ущелье Кырчын. Кроме этого, в первый день фестиваля выступали театральные артисты из столицы и всех уголков республики. Окунуться в атмосферу вселенной кочевников помог и этногородок из сотен юрт. Мы очень рады. Мы сегодня одеты в традиционную национальную одежду кыргызов. Поем старинные песни. Благодарны президенту страны, руководителям районов и областей за организацию столь масштабного мероприятия. Кроме того, отдельная благодарность творческим коллективам, выступающим в ущелье Кырчын. Например, мы приехали из города Сурюкта. Наш коллектив называется «Асылзат». В рамках фестиваля были показаны страницы из трагической и тяжелой судьбы кыргызского народа. В театрализованном представлении были показаны создание и падение кыргызского каганата, восстановление государственности и единение народа. По словам организаторов, масштабное представление в ущелье Кырчын посмотрели около 10 тысяч зрителей. Среди них представители 20 государств мира. Как признаются сами участники фестиваля, несмотря на то, что народы этих стран давно живут в мире современных технологий, они продолжают сохранять свои кочевые традиции. Предки практически всех народов были кочевниками. Даже те народы, которые таковыми себя не считают. Например, мы, кыргызы, почитаем свою историю. Сегодня мы возвращаемся к своим истокам. Надеюсь, наша молодежь будет помнить о своем прошлом и вместе с этим двигаться к развитию в будущем. Я приехал из Джиргитальского района Таджикистана. Я рад, что такое масштабное мероприятие проходит в Кыргызстане. Я увиделся со своими родственниками, увидел своих детей, все в полном здравии. Посмотрели представление, все очень понравилось. Пусть будет мир на вашей земле. Фестиваль в ущелье Кырчын продлится еще 4 дня. Также в этногородке пройдут состязания по некоторым национальным видам спорта. Джолдош Исаков, Алтын Каныбек Улу, НТС.